Многие привыкли считать, что все групповое — это как более дешевый и худший вариант индивидуального. Но в данном случае это, к сожалению, несправедливое представление. Групповая терапия — это уникальный формат, который имеет свои сильные и слабые стороны. Нельзя ответить однозначно, что лучше, групповая или индивидуальная терапия. Но надо понимать, с какой целью вообще человек идет в терапию. Группа дает уникальную возможность понять самого себя, свои защиты, дезадаптивные модели поведения, потому что группа как социальный микрокосм. Через какое-то время пациенты, клиенты начинают взаимодействовать с членами группы так же, как они взаимодействуют с другими людьми в своем окружении. Им нет нужды описывать свою патологию или свою проблему, все станет ясно посредством взаимодействия в группе. Почему так получается? Потому что личность во многом является продуктом взаимодействия с другими людьми. Человек нуждается в том, чтобы быть рядом с другими людьми. Это его биологическая потребность. А учитывая продолжительность периода его беспомощного детства, то это фактически условия его выживания. В процессе развития ребенок стремится к безопасности, поэтому старается проявлять те черты своего характера, которые встречают одобрение у значимых для него окружающих, и не делать того, что вызывает у них отрицательную реакцию. И поскольку человеку самой природой положено жить в обществе, поэтому он неизбежно сталкивается с противоречием между желанием служить своим собственным интересам и признанием той группы, которой он принадлежит. Наши личные интересы лучше всего удовлетворяются именно другими людьми. К тому же каждый человек жаждет взаимности от окружающих его людей. Это похоже на голод, только не в отношении пищи, а в более широком смысле. Это может выражаться в желании общаться. В соответствии со своими потребностями мы выстраиваем ту линию поведения, которая помогает нам жить в своей среде. Проблема начинается, когда среда изменяется, и старые способы взаимодействия оказываются неэффективными или даже вредными. Человек не замечает, в чем его проблема, а значит и испытывает трудности с адаптацией к новым условиям и применяет устаревшие и неэффективные способы поведения. Прежде чем человек сможет что-то изменить в своих реакциях и поведении, ему нужно сначала оказаться в определенной обстановке, где он будет подвергаться разнообразным стимулам и на них реагировать. В формате индивидуальных консультаций, конечно, возникают такие стимулы, но в групповой терапии возможностей однозначно больше. Большое количество людей, с которыми взаимодействует клиент, разный характер этих взаимодействий, разные характеры самих участников, самих людей и, конечно же, групповые процессы. Выходит, что в группе гораздо проще обнаружить свои бессознательные моменты. Группа выступает безопасным испытательным полигоном, где можно попробовать новое поведение, новое взаимодействие и получать обратную связь без особого риска. Уже опробовав новое поведение, убедившись в его правомерности, ощутив его плюсы и минусы, человек научается новым реакциям, новым способам взаимодействия. К тому же он немного потренировался и понемногу может внедрять полученный в группе опыт в обычной жизни. И делать это ему гораздо легче, чем если бы у него не было безопасного полигона в виде группы. На индивидуальной терапии мы имеем возможность глубоко разбираться в ситуации. Мы можем уделять ему много времени. В индивидуальном формате клиенту проще раскрыться, так как нет большого количества наблюдающих. На группе, конечно, нет возможности проводить глубокий анализ, но зато есть много возможностей наблюдать и выявлять бессознательные линии поведения, которые при необходимости уже могут быть дальше разобраны в индивидуальном формате. Группа позволяет обнаружить сходство и различия ее участников. Они могут увидеть свое отражение в других. Это уникальный опыт, и многое зависит от членов группы, от ведущего ее терапевта.